представляю межрегиональную общественную организацию «Культурный центр коренных народов» Саяно-Алтайского Нагорья, деятелей науки и культуры. Организации в этом году исполняется 20 лет, и на протяжении многих лет мы занимаемся вопросами духовного развития коренных народов Саяно-Алтая, развития традиций народных, и основное большое направление мы уделяем развитию традиционных промыслов и ремесел народов. Проекты у нас посвящены по республиканским грантовым программам, в основном выигрываем гранты республиканского направления. Ну и теперь мы обращаемся и на расширение межрегиональных проектов на федеральные гранты. У нас проблема, что мы не можем некоторые вопросы решить самостоятельно. Это вот финансовая помощь на развитие вот этого проекта. Традиционный промысел ремесел народов Саяно-Алтая очень богатые народными традициями, идущие из глубины веков, из древних цивилизаций, так как это природный ландшафт. Рядом с нами находится тайга, лес, горы, камни. И вот это наследие историко-культурное народ использует в своих традициях, в промыслах. Использование каких-то символов, например, солярные знаки, солярная культура у нас очень богатая. Богатое наследие резьбы по дереву, также богатое наследие по развитию керамики и декоративно-прикладное творчество. Направление женское, которое ведут. На сегодня мы внедрили 2018 года проект. На 4 года запущена межрегиональная конференция по теме традиционных промыслов и ремесел народов Саяно-Алтая. В 2018 году он стартовал. В 2019 году приняло эстафету структурное подразделение Республики Тыва, Министерства культуры и Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел. Дирекция приняла, и в 2019 году мы провели там вторую конференцию. Материалы все изданы. На сегодня мы работаем на структурном подразделении Республики Горный Алтай. Там идет сейчас подготовка третьей конференции по данной теме. Ну и также мы участвуем в общественной жизни республики и в регионах, участвуем с выставками, выезжали в московские площадки, в Красноярск, выезжали в Новосибирск, и в Кызыл, в Улан-Удэ, и выезжаем с широкой выставкой народных промыслов, которые делают местные мастера. Мастера уникальный труд ведут ручного производства. Ручной труд, он всегда ценится. Это и декорирование одежды, и улучшение быта, ну и развитие традиционного жилища. Это наша юрта, где тоже требуется много оформления ручной работы. Ну вот у нас на сегодня вышел новый материал. Это выпустил Министерство национальной территориальной политики, этническая Хакасия, где мы тоже участвовали в этом проекте. И здесь общественные организации этнические направленности издали свои работы, ставили организации каждое свое направление деятельности. В сборнике представлена наша деятельность, по которой мы работаем. Представлена в широком плане вот эта конференция, которая у нас начиналась в 2018 году на территории Ал-Катанов, вот это родина известного ученого-востоковеда Николая Федоровича Катанова, где прибыли все делегации со всех структурных подразделений. И оттуда стартовал вот этот межрегиональный проект. Проект идет на общественных началах, мы сами ищем деньги, но первый проект мы выиграли грант в Министерстве национальной политики и стартанули мы с этого гранта. Второе направление уже мы за счет своих местных средств, и поддержка была правительства Республики Хакасия, главы. Материалы межрегиональной конференции традиционных промыслов и ремесел Саяно-Алтая вышли вот в этом сборнике. Освещены все доклады из всех 4 регионов. Участвовали в мастера, ремесленники со званием Чунузы, народный мастер называется у нас в Хакасии звание. И все структурные подразделения Республики Тыва. Участвовала Горная Шория и Республика Горный Алтай. Здесь представлены все материалы докладов.
В сборники вошли доклады, значит, у нас представили широкий доклад Хакасский госуниверситет «Современное состояние народных промыслов Республики Хакасия». Горная Шори представила площадку свою, как они внедрили в школе. Республика Горный Алтай, Василий представил Айношев доклад, развернутый о видах народных промыслов, работающих у них в Республике Горный Алтай. Он представил более 90 видов. Хакасия по видам у нас отстает, у нас более 35 видов народных промыслов. Ну и представил также у нас доклад Хакасия. Это мой доклад «Солярная культура. Применение символов в ремесленничестве». Тоже я представила большой доклад, исследование провела по этой работе, как применяется солярный знак в сувенирах национальных в Республике Хакасия. Также в работе представлены доклады преподавателей, которые занимаются изучением декоративно-прикладного искусства, Дом народного творчества, детские дома народного творчества. Участвовали преподаватели, которые ведут секцию декоративно-прикладного творчества среди детей. Представили доклады преподавателей техникумов, которые ведут исследования ремесленничества в учебных заведениях у нас в Хакасии. Также представили доклады у нас местные мастера о своих проблемах, которых они исследуют, изучают на практике, и с чем они сталкиваются, и свое мнение о работе своей, которую ведут они на местах. Вот мастер у нас представил работу ручную, использовал, значит, у нас символы животного мира, национальные музыкальные инструменты, представил древний национальный музыкальный инструмент и связал это все с природным географическим ландшафтом. Резьба интересная сделанная. Этот проект тоже интересный, подарочный проект. Этнический театр моды «Алтер» у нас в Хакасии работает. Наши специалисты культурного центра рекомендуют снимки и помогают в проектах, непосредственно в раскрое тканей, показывают им направление. Но тут идет элемент стилизации, добавляется. Но обязательно идут украшения традиционные. Тут добавляется мех, сопровождается в костюме, тесьма, ленты и сезонная одежда, летняя, зимняя, весенняя. Вот эти все виды учитываются при пошиве национальной одежды. Театр мод представляет Хакасию во многих странах. Культурный центр способствует вот этому развитию и постоянно сотрудничает с этим вопросом представления костюма на широкой сцене искусства декоративно-прикладного творчества женского труда. Тут в основном идет работа ручная. Театр мод уже представлял работу много в Москве, на Дни культуры хакасской культуры в Москве. Представлял свои работы в Каннах и в других странах, в Китае они выезжали. И вот этот театр работает также совместно с нашим культурным центром по секции декоративно-прикладное творчество. Тут очень большая проблема с подборе ткани. Ткани подбираем из Монголии, с Китая подвозят. И очень сложно у нас с подбором качественных тканей. Снимки делались все на природе Республики Хакасия, в наших ландшафтах, горных пейзажах. И снимки вышли такие эффектные. Вот яркий снимок. Секпен, пальто секпен и сигедек комплект с учетом лисы
чернобурки и норки. Сопровождается каури у нас. Это такой у нас оберег, ракушка каури, который дополняет костюм женский. Это зимний вариант шапок и секпены представлены. Культурный центр в тесном контакте работает с властными структурами, со всеми министерствами и ведомствами, главами муниципальных образований. И после окончания проведенных крупных мероприятий мы вручаем и сертификаты за участие в работе. Непосредственно этот сертификат такого образца мы вручали участникам конференции. Это вручала министр национальной территориальной политики Республики Хакасия Михаил Бабзаков. И поэтому к нам обращаются, подают заявки. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими бюджетными структурами со всех регионов Саян-Алтая.